Последний звонок, общегородской бал и, конечно же, выпускной вечер – это самые приятные ожидания всех выпускников. Однако для выпускников 2021 года пандемия коронавируса подготовила свой подарок. Как известно, в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в республике Министерство просвещения и здравоохранения приняли совместное решение отменить проведение общегородских выпускных баллов. Среди общества, как и среди самих выпускников, мнения разделились. Если одни категоричны в этом вопросе, то есть и те, кто с пониманием отнеслись к этому решению. Я считаю, что, и не только я, вообще весь наш класс считает, что безопасность превыше всего, и мы понимаем, то есть почему были приняты такие меры. Расстроился ты? Нет. Почему? Ты же один раз в жизни заканчиваешь школу, и вот так вот получилось. Как бы очень большое скопление людей, а сейчас в мире непонятно, что происходит, поэтому может любое случиться, так что лучше безопасность, чем какой-то бал. В 7-й столичной школе 9 выпускников. 25 июня здесь планируют провести последний звонок в узком кругу, соблюдая все санитарные нормы. Все выпускники давным-давно уже готовились, ждали этого дня. Это очень большой праздник для любого выпускника. Но отменили сейчас в связи, ситуация коронавирусная, это, наверное, правильно сделали, что отменили. Но я думаю, что можно было и не отменять, если мы устраиваем свадьбы, рестораны работают, бары работают, транспорт работает, а за счет детишек все это там сокращать, я думаю, что это неправильно. Я согласен, если категорический запрет, всякие сборы, торжества всякие, если было бы запрещено, да, но свадьбу можно сыграть на 1000, на 2000 человек, а выпускной бал нельзя. Тоже я считаю, что это просто жалко детей. Завуч по воспитательной части 1-й столичной школы Нонна Лючева считает, что городской бал провести нужно. У выпускников и так был тяжелый год, и праздник они заслужили, добавила Нонна. Если провести мероприятие на открытом воздухе, соблюдая все правила, то избежать вспышки будет возможно, считает она. В этом году, честно говоря, дети планировали выпускной вечер и даже уже, по-моему, выбрали место проведения. Однако вот сейчас мы в замешательстве. Лично я считаю, что все-таки должен пройти бал. Но форму нужно выбрать правильную, чтобы дети не заболели и не было той статистики, как это было в прошлом году после этих вечеров. То есть это должно проходить все на свежем воздухе. А слава богу, у нас есть уже в нашем городе такие кафе, рестораны открытого типа. И я думаю, что они пройдут. Но это, конечно же, будут эту форму выбирать родители. В 1-й школе 40 выпускников. Пообщаться с ними нам не удалось. Разминулись. На сегодняшний день количество заболевших здесь не так много, но они есть. В их числе и директор школы. Периодически один класс сменяется другим. Например, на прошлой неделе был 10 А класс закрыт, и на этой неделе тоже закрыли параллельно 10 Б класс. Да, то есть это присутствует. В 6-й столичной школе тоже зафиксированы случаи коронавируса. Сейчас там болеют 2 выпускницы, 4 педагога и дети среднего звена. Если среднее звено, понятно, да, они, естественно, болеют и лечатся, то за 11 класс я лично очень переживаю, потому что там экзамены. Понятно, что здесь, если они вовремя не успеют, мы попозже им проведем, но детям надо поступать, детям надо успеть сдать документы, и за них очень тревожно. Лолита Кация поддерживает запретительные меры, подчеркивая, что они правильные в нынешних условиях. После того, как у нас пройдут экзамены, у нас в этом году всего 3 экзамена, мы будем им в торжественной обстановке вручать аттестат тоже во дворе школы. У нас будет мероприятие, концерт дети подготовят, споют, станцуют, не выпускники готовят концерт. Вот там мы им вручим аттестат. Что они будут делать потом, я не могу вам сказать. Но педагогический коллектив против выпускного вечера, и мы, даже если родители что-то будут делать, мы не пойдем. На сегодняшний день по республике зарегистрированы 64 случая заболевания коронавирусом среди учащихся. В общем, сейчас болеют 23 педагога. В этом году эта мера она оправдана с целью сохранения здоровья педагогов и детей. Особенно тех, кто хочет поступать в зарубежные вузы. Да, им необходима будет справка о том, что у них отрицательный результат
на ковид, поэтому мы не хотим испортить праздник детям. Отмечать, конечно, мы хотим, но, как вы понимаете, пандемия не дает нам эту возможность. Торжественные мероприятия никто не поощряет. Это уже личная ответственность тех, кто их проводит. Врачи нам не дали разрешение проводить свадьбы на 500 и более человек, поэтому это как бы ответственность уже организатора. Мы, как государственная структура, не можем этого себе позволить и разрешить это делать сейчас в городском формате. По неподтвержденной информации, 25 июня последний звонок выпускники столичных школ собираются отпраздновать в банкетном зале «Дель Мар». Мы спросили министра, насколько эта информация соответствует действительности. Об этом не слышал, но, соответственно, мы это изучим. И организатору будем крайне рекомендовать этого не делать. Сами выпускники могут там узким кругом, конечно, где-то, может быть, отметить дома или в каком-то ресторане, но не сбор всех, особенно. Такой официальной информации пока нет? Нет. И это, соответственно, управление города не имеет права разрешать без нашего согласования и без нашего ведома. Если это инициатива какого-то выпускника или какой-то школы, мы сделаем предупреждение. Выпускников понять можно, ведь школу они заканчивают один раз в жизни, и каждый хочет это сделать красиво. Но сегодняшняя ситуация с ковидом во многом не позволяет в полной мере отметить это, безусловно, важное событие в жизни каждого школьника. Не стоит ли прислушаться к специалистам, призывающим к самодисциплине и ответственности, которые помогут нам пережить пандемию с наименьшими потерями? Сария Кварцхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.